Второй год семья Файзудиновых распахивает свои двери для участников республиканского этнофестиваля «Кос-МС» – праздника гусиного пера. Уже во дворе гостей встречают песнями и плясками, а также вкусными угощениями. Мы тоже родом из деревни, потом только горожанами стали. Аллах шакир, мы такой эмалярда тоже участвовали в свое время. Поэтому вот блины из печи вкуснее этого нет. Да. А гусиный жир, гусиное масло, которое добавляют в каши, которое добавляют, мажут блины, это особый вкус придает. Но самый главный вкус вот всего этого, это то, что люди объединенные одним делом. Издревле, с наступлением заморозков, в селах родственники, друзья, соседи собирались на совместную обработку гусиного пера и обработку тушек. На этих посиделках по количеству и качеству выращенных гусей можно оценить, насколько умелые и старательные хозяева дома. У нас в прошлом году было 25 гусей, нынче 40 гусей. Слава богу, все выросли. Утром не только петухи у нас будет, а шум гусей, пение гусей. Это так приятно прямо. Праздник Кос-МС или гусиные помощи в Кулмаксе уже давно вышел за рамки села. 4-й год он проводится в формате большого этнофестиваля и собирает сотни гостей со всей республики. Раньше у нас всегда в доме были гуси. Мы еще боялись, когда проходили мимо кровати. Они же сидели под кроватями. Они щипали нас за ногу. Вот сейчас всегда собирались так. Сначала мы были маленькими, учились у старших, а сейчас сами участвуем всегда. Нужно же передать вот эту традицию младшему поколению. И все стараются приезжать на такие праздники. К процессу заготовки пуха приобщается и молодое поколение. Даже самые юные участники праздника знают, что здесь каждый этап важен и имеет свое предназначение. Вот этот мелочь идет у нас на подушке, а который получше берем и делаем канатлар, кисточки для того, чтобы смазывать сковородки, блинчики. Это как раньше было. На подушке идет этот пух. Благодаря этому пуху подушки у нас очень такие пушистые, воздушные бывают. Сама я живу в Кулмаксе. Я всегда этот праздник жду, хожу с радостью. Здесь мы шутим, вместе весело проводим время. Один из самых красочных моментов праздника – шествие к роднику. Девушек с коромыслями сопровождают дети. Они осыпают землю гусиными перьями, чтобы в следующем году птицы было еще больше. Родниковая вода проникает в мясо, делая его более сочным и ароматным. Вся деревня спускается к источнику, чтобы полюбоваться этим процессом, оценить урожай гусиного мяса. Сейчас девочки наши учатся, как мыть, ополаскивает, гусей. Старшее поколение показывает, а будущее поколение смотрит, каким образом, именно как надо полоскать и красиво всем показать, что вот смотрите, какие у нас гуси. Возле Дома культуры развернулось около 15 различных точек, где гости смогли окунуться в атмосферу деревенского быта, познакомиться с обычаями культуры татарской, русской, чувашской диаспор. На празднике работала отдельная игровая зона для детей, контактный зоопарк, сельскохозяйственная ярмарка, ярмарка мастеров милли-маркет, а также фотозоны. Хотели, чтобы наши дети тоже все это посмотрели, как это все проходит. Очень понравилось. Очень хочется организаторов поблагодарить. И больше таких мероприятий проводить. Мы сами с Елабуги, и хочется и к нам тоже всех позвать. Гостей знакомили с историей села Кулмакса, которая начинается с 1680-х годов. Испокон веков здесь в дружбе и согласии проживают разные народы, бережно сохраняя традиции и обычаи каждого из них. Ежегодно в проведении праздника гусиного пера принимают участие более 150 жителей села. В этот раз на этнофестиваль съехались сотни гостей не только из Нижнекамского района, но и разных уголков республики. Многие века наши предки жили так, как им было красиво, как им было удобно, как им было вкусно. И нам очень важно все это сохранить. Сохранить друг друга разными, интересными. И сохранить вот это уважение, которое есть сегодня в России, в Татарстане, между народами.
Волнительным моментом стало чествование матерей солдат, находящихся на СВО, а также тех, чьи родные погибли при исполнении воинского долга. В самом Доме культуры развернулось множество мастер-классов, где рисовали, разукрашивали, своими руками создавали и творили не только дети, но и взрослые. А на главной сцене прошел большой концерт с участием артистов художественной самодеятельности села, ансамбля «Нардуган» и звезд татарской эстрады. Гульнас Ябарова, Максим Липин, новости НТР.